Горячее время, горячая пора, горячие события. Отгремел и улетел Арнольд Классик в Огайо, но отголоски продолжают будоражить публику даже до сих пор. И сегодня я представляю вам новый 21 выпуск Помпи Ньюс. Почему проиграли Стив Лауриус и Макс Чарльз? Чем занимается сейчас Шон Роден? И кто из современных бодибилдеров может оказаться наиболее опасным в открытой категории в будущем? Обо всем этом и о многом другом в этом выпуске. Алексей Бабарыкин. Вы на Памп ТВ. Мы начинаем. Сейчас представляю вашему драгоценному вниманию новый проект от создателей Памп ТВ с названием Raw Pump. Скоро намечен старт канала, я зову всех подписаться прямо сейчас. Сделайте это заранее, чтобы не пропустить все новые выпуски и обновления, которые будут уже вскоре выходить на этом канале. В общем, с гордостью предлагаю вам новый канал Raw Pump. Ставьте видео на паузу, дорогие друзья, подписывайтесь прямо сейчас, потом запускайте снова и погнали! Итак, дорогие друзья, отголоски Арнольд Классик 2020, ну а также и новые ивенты за последние дни. Ахмед Вардани сейчас на ваших мониторах, дорогие друзья. Этот атлет готовится выступить на конкурсе Новая Зеландия Про уже через 2,5 недели. Ну а вот и еще один спортсмен, атлет и соискатель титулов Рафаэль Брендао, скорее всего, выйдет на сцену на Арнольде в Бразилии, что может и явно не понравиться Декстеру. Довольно перспективным атлетом является Рафаэль, тем более, что, дорогие друзья, он прогрессирует просто непрерывно, я бы сказал. И если он действительно ступит на сцену Арнольд Классик в Бразилии, то я думаю, что будет представлять собой весьма опасного соперника для всех других соискателей этого титула. Конечно, впечатляет и его форма в межсезон, но еще раз хочу напомнить, что прежде всего, конечно, решают кондиции и форма на сцене. Межсезон нам, дорогие друзья, ни о чем не говорит. Ну и в пылу, в жару, так скажем, нынешний действующий чемпион Олимпии Брендан Кёрри начал подготовку к сезону. Начал подготовку к выступлению осенью на Олимпии. Всем нам очень просто-таки интересно, сможет ли он закрепить свой титул повторно. Обычно у многих первая победа вызывает споры, вызывает контроверсии. В общем-то, так же было и с первой победой великого Дориана Йейтса, но я не сравниваю ни в коем случае. Однако же, повторное выступление Брендана на Олимпии в этом году, я думаю, расставит все точки над «и» и даст нам явно понять, сможет ли наш нынешний чемпион удерживать свой титул в будущем. Также другой известный участник и соискатель титула, но уже в другой категории, Джереми Буэндия. Также в данное время начинает свою подготовку на Олимпию, начинается его, так скажем, сезон подготовки. И все его болельщики надеются, что в этом году таки выйдет он на сцену и покажет, что у него есть, что он приготовит. Ну а печально, известный чемпион Олимпии Шон Роден в данное время спокойно тренируется и растет в своем межсезонье. Однако напомню, что недавно Шон обозначил четко свои желания соревноваться в конце этого года. Видимо, это все-таки будет не Олимпия, но на одном из шоу, я думаю, он появится, и это должно обязательно подогревать наш интерес всех его болельщиков, интерес всех его фанатов и поклонников. Одну Олимпию пропустил этот атлет, и нам, конечно, не хочется, чтобы его постигла, так скажем, участь Кая Грина, который больше не возвращается на сцену после бана в IFBB. И причем ведь никак не говорит, что случилось. Подающий надежды и перспективы Флориан, дорогие друзья, 5 недель уже в межсезоне находится. 130 с лишним килограмм его сейчас вес, и он вполне может являться одним из наиболее опасных соперников в будущем.
Посмотрите на него, он стал профессионалом в прошлом году и стремительно, как видим, прогрессирует. Но вот что случилось с Натаном Диаши, кто-нибудь мне скажет, потому что, как я уже говорил, он был заявлен на Arnold Classic в Огайо, но не смог или почему, по какой причине он не прилетел, не прибыл на конкурс и не выступил. Сейчас заявил себя Натан на турнир в Австралию, и надо полагать, что если он готовился к турниру в Огайо, то через 11 дней, в общем-то, придет он во всеоружии, как мне думается. Однако, что случилось, почему не вышел, непонятно. Между тем, Стив Лауриус объяснил причину, почему он проиграл на Arnold 2020. Он честно признался, что не был в абсолютно лучших своих кондициях, поэтому, как результат, 3-е место только. Дорогие друзья, но ждали, конечно, большего от этого спортсмена и замечательного позера и эстета. Едем дальше. Вы на Pump TV, 21 выпуск Pumping News. Для вас самые горячие новости бодибилдинга в русскоязычном сегменте YouTube. 93 килограмма весит на данный момент Кион Пирсон, и до сих пор даже в этом весе он показывает свои эстетичные линии, заметьте. Вот двое этих замечательных эстетов, Стив Лауриус, пожалуй, и Кион Пирсон. И в будущем, я думаю, мы таки сможем ждать от них лучшего. Ну а в это время соискатель титула в категории 212 Дерек Лансфорд набирает обороты, и мне думается, что это только вопрос времени. Он все равно будет в свое время доминировать и займет лидирующую позицию в своем дивизионе. Форма его выглядит очень превосходящей. Но что бы ни говорили все же. Еще один новичок, Дэнни Янон, квалифицирован на Олимпию в этом году, и сейчас он, пожалуй, находится в своем наибольшем весе в межсезонье. Посмотрим и увидим также, что сможет нам показать и какую форму выставит этот атлет на своем дебюте. Ну и впереди у нас, дорогие друзья, еще также турнир Нью-Йорк Про, на который, не покладая рук и ног, готовит свою форму Джон Де Ла Росса. Напомню, что в прошлом году на этом турнире он стал 4-м. Посмотрим, сможет ли он подняться по пьедесталу в этот раз. Ну и напоминаю всем, что в этом году у нас в категории Men's Physique чемпион Андре. Он прекрасно выступил на Арнольде в этот раз. Стоит, конечно же, отметить его замечательные кондиции. Смотрим. И еще одна, дорогие друзья, хорошая новость. Без сомнения, Фред Смолс подтвердил свое участие на Arnold Classic в Австралии. Напомню, до турнира уже 10 недель, поэтому порадуемся за этого атлета. Ну и пусть болельщики ждут его на сцене. Но вот Аким Вильямс в этот раз, что называется, попал пальцем в молоко. Как мне видится, он вышел в превосходных кондициях, это была его лучшая форма, наверное, за все время, и, к сожалению, только 7-е место. Та же самая ситуация, дорогие друзья, произошла и с Максом Чарльзом, которого судьи даже не вызвали в первом сравнении, и в результате он занял лишь 8-е место. Тренирующий его легендарный Милош Шарчев уже отметил судей в своем профиле в Инстаграм. Что я могу сказать? Я все это время проводил рядом с Максом. Я видел, как он трудился. И когда он вступил на сцену, он был в абсолютно лучшей форме. Каждый мог это отметить. Такое засуживание просто ужасно. У Макса был бесспорный шанс выйти в первом же сравнении, но ему не дали даже этого шанса. Дорогие друзья и спонсоры, хотите заказать рекламу на одном из самых продвинутых каналов о современном и не только бодибилдинге? Добро пожаловать к нам по ссылке в описании под видео. У нашей креативной группы замечательный индивидуальный подход к каждому нашему клиенту. Мы сделаем для вас самую лучшую рекламу, ну или по крайней мере одну из лучших. И до конца этого месяца наша креативная группа предлагает вам скидки на рекламный пакет оптимальный. Обратите на это внимание и бегом обращайтесь. На этом все, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, сейчас не отключайтесь и дальше переходите по значкам видео и смотрите другие наши выпуски. Алексей Бабарыкин рулил сегодня у микрофона, приятного дня!